Уважаемые телезрители, не раз мы вам сообщали, что все мы являемся на 100% покупателями. Но в наше время, когда нехватка времени, абсолютно ни на что не хватает времени, ходить по магазинам и выставить этих длинных очередях без всякой надежды, что ты что-либо себе приобретешь к столу, наверное, это не лучший выход из положения. В нашем городе существует магазин номер 8 Орса Нерингриуголь. Магазин этот носит название «Сервис». Вот что это за магазин и что за форма обслуживания он нам предлагает, мы попросили рассказать директора магазина Курдюкову Людмилу Георгиевну. Людмила Георгиевна, скажите несколько слов о форме предварительного заказа в торговле. Ну, наш магазин, значит, работает по предварительной форме заказов. То есть все жители нашего города могут сделать в нашем магазине заказ. Заказ могут, значит, сделать, получить его и в магазине, и мы можем его доставить на дом по желанию покупателя. Вы считаете, что вот эта форма предварительного заказа, она имеет перспективу какую-то в нашем городе? Вы знаете, конечно, если мы начинали работать с товарооборота 30 тысяч, то на сегодня у нас товарооборот уже 100 тысяч. И для такого товарооборота наш магазин, наше подсобное помещение, конечно, уже маловаты. Не только я, мне кажется, и все люди этого бы хотели. Такие предприятия нужно увеличить в нашем городе. Они очень удобны для покупателя. На сегодняшний день, если мы говорим, что это единственный магазин в городе, не слишком ли малы его производственные мощности, вообще помещения? Вы знаете, конечно, очень мала производственная мощь. Во-первых, у нас условий для работы нет никаких. О чем говорить? Ведь у нас производится продажа и мясопродуктов, которые мы предварительно фасуем. А чем мы работаем? Ведь в основном продукция вся поступает не фасованная. Нам все приходится готовить самим, подготавливать. Те же мясопродукты, и мука, и сахар, все, масло, все абсолютно ведь мы сами подготавливаем. Скажите, а сколько работает в вашем магазине продавцов? В нашем магазине работает 5 продавцов. Справляются? Трудно. Когда в магазине есть продукция, то справляться очень тяжело. Почему? Потому что продавцов 5, но ведь и в обязанность этих продавцов входит что? Приемка и выдача человека. Один сидит на телефоне, вот, принимает заявки по телефону, а другой в магазине. Вот сразу 2 единицы нет. Вот. Работа наша очень сложная, все на бумагах. Практически у меня нет времени, когда народ, бывает такая ситуация сложная, что садитесь и принимайте сами, понимаете? Есть такое. Но у меня возможности практически нет, потому что ведь помимо обслуживания покупателей есть еще и своя работа, которую нужно выполнять в срок. Скажите, пожалуйста, ассортимент вашего магазина, он в какой-то мере отличается от того, что мы привыкли видеть на наших полках в простых наших магазинах? Я бы вам хотела на этот вопрос вот ответить так. В нашем магазине еще организована работа по обслуживанию покупателей, то есть юбиляров наших и бракосочетания. Вот. По приглашениям, по заявлениям мы обслуживаем категорию этих лиц. Ассортименты, конечно, разные. В нашем магазине в основном ассортимент тот, который имеется во всех наших магазинах. Но для обслуживания по, значит, юбилейным заказам и свадебным у нас, конечно, ассортимент совершенно другой. В этот ассортимент, он расширенный ассортимент, конечно, входит что? Ну, мясопродукты практически не выбывает. Рыба улучшенных сортов. Ну, правда, на сегодня, конечно, ее и на базе нет, только одни кальмары. Вот, кондитерские изделия, фасованные конфеты, согласно норм, все. 3 коробки фасованных, ассортимент, хороший ассортимент, до 5 килограммов. Молочная продукция, вот, значит, что фруктовая продукция, овощная, специи, вот, кофе растворимый, да, вот такие вот товары. Конечно, улучшены. Как часто вы пользуетесь магазином номер 8? Ну, месяц раз-два. Нравится эта форма? Не очень, очень много народу будет, большой очереди. А вы сами в новом городе живете или в старом? Здесь в старом. Здесь живете? Да. То есть вам выгодно, чтобы магазин рядом? Да, выгодно. Скажите, пожалуйста, как много вы в смену принимаете заказов? Я извиняюсь, что такое. Ну, когда как, бывает и по 150 заказов, бывает и поменьше, когда как. Ну, это много, 150 или мало? Ну, конечно, очень много. Много. Это очень трудно, конечно, потому что сейчас тем более трудно. Обсчитываем вот эти проценты.
Очень много. Проценты обсчитываете? Проценты, да. Все очень Скажите, пожалуйста, много. вот у вас много очень бумаг лежит. Это необходимость такая или можно как-то их подсократить, поменьше, чтобы быстрее было? Да вообще лучше, конечно, через прилавок было бы. И в реестр писать надо, и бланки писать надо, много работы. Много. А через прилавок это как? То есть как в Через обыкновенном прилавок магазине? вот поставили весы и быстро отпустили. Что вот эти 10 пачек печенья? Кому оно надо? Ну, Нет, кому смысл вашего магазина это предварительный заказ. У кого нет времени, не заказ, хватает. ну, в принципе, я думаю, что людям тоже неудобно. Так же, как и нам. Ну, вот спросите у покупателей. Ну, покупатели говорят, что им удобно. Нет, здесь просто здесь больше ассортимент, то, что в простых магазинах. Вот, например, хотя бы взять эти рожки, которые мы нигде не можем уже взять 3 месяца. Тут Да, они есть, да? сейчас есть, да. Но это надолго ли, неизвестно.